Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 12 сентября 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Карта дня у нас выпадает король жезлов. Что будет помогать? Восьмерка жезлов. Что будет мешать? Десятка жезлов. Одни жезлы у нас сегодня. Очень много будет каких-то новостей, очень много будет движений каких-то, да, в общем, карта жезловая добавляет нам в жизни энтузиазма, огня, тепла, любви. В общем, карта, знаете, такая, которая дает какое-то желание жить, да, добавляет нам энергии. Итак, у нас король жезлов говорит о том, что сегодня мы будем влиять на свою жизнь, способны влиять на свою жизнь, мы способны осуществлять свои планы, координировать действия других, мы можем осуществлять то, что мы организовали. Хорошее время для того, чтобы куда-то поехать по делам, да, сделку какую-то заключить, может быть, получить какие-то разрешения от руководства, от чиновников, от администрации и так далее. Также карта хороша для того, чтобы ехать за границу или возвращаться из-за границы. Хорошее время для того, чтобы поступать, допустим, в школу иностранных языков. Хорошее время для того, чтобы покупать валюту иностранную, да, вклады какие-то делать, вот именно связанные с иностранной валютой. Хорошее время для того, чтобы работать, допустим, поступать работать в иностранную компанию. В общем, такая глобальная карта сегодня, да, а также карта путешествий, выигрышей, покупки каких-то крупных вещей, может быть, статусных каких-то вещей или необычных. Может быть, кто-то сдает экзамен, кто-то получает диплом. Ну, не обязательно диплом, это может быть оценка какая-то высокая сегодня. Что еще здесь важно? Возможно, кто-то будет рекламироваться очень успешно сегодня. Если вот вы планировали рекламу, то вот этот день он замечательно подходит. Хорошее вообще время для того, чтобы заниматься юридическими вопросами, судами, какие-то бумаги собирать, которые вот вас могут продвинуть, допустим, на новый уровень. Хорошее время для преподавания, обучения, в общем, вот такого рода день. А кто вебинары ведет, тоже очень хороший день. Хороший день для того, чтобы там печатать книгу, допустим. Ну, в общем, как-то все здесь глобально, да. Мы пользуемся здесь правами, которые нам даны. Что будет помогать? Восьмерка жезлов. Карта говорит о том, что помогать будет, если будет то, что мы настроили раньше. Вот если мы раньше какой-то процесс запустили, много вложились в какое-то дело, да, то сейчас это все автоматически ведет нас к финалу. И вот сколько вложили, столько получили. Если мы старались, естественно, результат хороший. Если нет, если мы, допустим, надеялись на то, что само собой все произойдет, то и результат соответствующий. В общем, здесь карта именно более ранних наших действий, это как следствие того, что было раньше. А что еще по восьмерке жезлов можно сказать? Это у нас карта связана также с поездками, перелетами, с общением, со звонками. В общем, информация и как бы расширение наших возможностей. Вот это все хорошо. Что для нас сегодня не нужно? Десятка жезлов. Десятка жезлов говорит о том, что мы слишком много на себя берем. Мы берем и чужие обязанности к своим. Да? Может быть, пора уже себя разгрузить и поделиться со своей ответственностью с теми людьми, которые с нами рядом. Потому что если мы будем слишком загружены, да, мы можем даже здоровье потерять. Что ждет тех, кто в поиске партнера? Давайте отношения посмотрим. Королева жезлов, снова жезлы, да. Карта говорит о том, что сегодня неплохо было бы как-то показать себя с лучшей стороны. Может быть, обратить на себя внимание с помощью одежды, да, с помощью того, как мы
В общем, что мы умеем делать. Сегодня хорошее время для того, чтобы пойти куда-то в кафе, прогуляться куда-то, да, вот это хорошо будет для знакомства. А для тех, у кого уже есть отношения, карта шута выпадает. Здесь может быть много непредсказуемого, а также карта, связанная с детьми, да, может быть, по поводу детей что-то узнаете и удивляетесь очень сильно этому, либо один из вас, вот ваш супруг или вы, ваш партнер, можете себя каким-то образом повести так, что вот второй партнер может не понять, да, может как-то негативно отреагировать. Вообще вот эта карта, она опасна тем в паре, что как бы один из партнеров хочет свободы, да, и желательно вот в этот момент, если вы хотите долгое время вместе находиться, желательно в этот момент не допустить конфликта. Но обычно вот как раз происходит здесь что-то неожиданное, да, и мы можем повести себя как раз вот так, как и не планировали. Но если вы предупреждены, возможно, и вам удастся сдержаться, да, не поссориться, потому что сегодняшний день пройдет, и как бы дальше, может быть, это уже не повторится ситуация, да, и у вас все в порядке будет с отношениями, с отношениями. Но если сегодня вы поссоритесь, то вполне возможно здесь разрыв может произойти. Будьте осторожны. Для тех, кто в ссоре, опять же, карта, вот, которая говорит о том, что может быть вполне усиление конфликта, дополнительная какая-то ссора и вот расхождение. Поэтому будьте осторожны со словами, взвешивайте все, а может быть даже лучше сегодня вообще не общаться, ну как бы пропустить этот день, да, не мириться, стараться. Для работы. Те, кто в поиске работы, у нас выпадает рыцарь мечей. Карта говорит о том, что придется много совершать действий, возможно, ездить придется, ходить по разным собеседованиям, да, но так как карта такого рода, ну, как бы статусная, да, то есть все равно здесь рыцарь, он у нас на коне, у него полномочия, да, у него высота какая-то есть уже, то есть здесь, скорее всего, будет хорошее предложение, которое вам понравится. Оно потребует от вас, конечно, развития, обучения. Может быть, это будет работа, связанная с поездками, командировками, с большим количеством документов, да. Но все-таки мне кажется, что здесь можно согласиться, если вы действительно на такую работу претендовали, рассчитывали, да, если вы уверены в том, что вот эта суета, суматоха вам по силам, то соглашайтесь тогда на эту работу. Для тех, у кого уже есть работа, снова рыцарь, рыцарь чаш. Здесь карта больше располагает к отдыху семейному. Возможно, здесь так и будет у нас, да, возможно, здесь нет работы, есть отдых или отпуск у кого-то. Просто вот расслабляйтесь, отдыхайте. Если есть возможность, если вы работаете, да, сегодня, если есть возможность отдохнуть, то вот желательно это все-таки сделать. Все-таки этот день не для работы. А для тех, у кого свое дело, девятка пентаклей. Но здесь довольно-таки успешный день, когда уже все идет своим чередом, вы уже отработали схему, по которой зарабатываете, и, в принципе, у вас здесь, может быть, подходит к концу либо период, либо сделка какая-то очень важная, подготовлена. Либо вы зарабатываете достаточно, покупаете что-то на эти деньги. В общем, карта, когда вы сосредоточены на прибыли и у вас все получается. Для финансов, те, кто на зарплате, семерка жезлов. Карта говорит о том, что здесь траты на семью. Деньги, возможно, приходят от одного человека, да, а тратятся на большое количество людей. Для тех, кто своим делом зарабатывает, королева пентаклей. Карта говорит о том, что не нужно тратить все, нужно что-то, чтобы отложено было, да, то есть в тратах нужно быть умеренными и все просчитывать. А возможно, это вот день платы по разного рода счетам. Для здоровья карта снова рыцарь у нас, да, рыцарь жезлов.
карта движения, карта, может быть, посещения каких-то тренировок, может быть, просто ходьбы, да. В общем, карта, когда неплохо было бы поехать на природу, расширить свои горизонты. Это очень полезно для здоровья. Или, может быть, нужно нарушить традиционное какое-то лечение. Может быть, вам нужно что-то изменить в вашем лечении для того, чтобы вы выздоровели, или добавить физические упражнения к тому, что, чем вас уже лечат, да? Итог дня. По итогу дня 5 мечей. Карта кризисная, карта, которая говорит о том, что может быть очень много лишних слов сказано за сегодняшний день, да, может быть очень много лишних беспокойств, лишних поездок, походов, движений. В общем, карта такого перерасхода эмоциональной энергии. Поэтому желательно сегодня, конечно, чувствовать баланс, стараться его удерживать, да, чтобы не перерасходовать свои силы. Тут, знаете как, карта показана, рисунок на карте море, парусник, да, и лодки вот здесь на берегу. То есть нужно как отдых и напряжение обязательно компенсировать. Даже если вы отдыхаете, все равно, может быть, у вас слишком активный отдых, да? Или, может быть, какие-то вопросы возникают между теми людьми, которые находятся в компании, да, может быть много слишком противоречий. Лучше это все сглаживать и не обращать сейчас внимания, потому что 5 мечей – это карта переходная. Нужно переждать, нужно дать возможность и себе, и другим людям как-то приспособиться к новым обстоятельствам, не выходить на ножи, скажем так. В общем, день неплохой и очень даже продуктивный, да, очень много здесь возможностей открывается сегодня. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.